Удивительная история одной неаполитанской семьи. История полной настоящей итальянской страсти и живых человеческих эмоций. По сюжету приехавший из-за границы Микеле, которого в нашем варианте зовут, кстати, Микки, встречает своего старого доброго друга Артура. И тот предлагает ему снимать комнату в его доме. Если ты насчет комнаты, Микки, то ты по адресу. Неужели у тебя найдется комната для старого друга, Артура? Конечно. Сам Бог велел мне тебя встретить, Артура. Ну а как насчет цены? Насчет цены. Какая цена между нами? Когда же Микки приходит в гости и встречает его жену Дороти, то понимает, что Артур уже не тот человек, которого он знал много лет назад. Этот легкомысленный фарс во всех красках передает атмосферу типичной итальянской семьи со всеми криками и скандалами. Неси кофе, я сказал. Отойди, Микки, я ее прикончу. Отойди, Микки. Произведение, рассказанное Эдуардо де Филиппо, повествует о непростых взаимоотношениях одной супружеской пары из Неаполя. В итоге они все же по-своему, но любят друг друга, несмотря ни на какие жизненные ситуации. Прибыв в сельское поселение Яндери, мы испытываем особую радость, потому что зритель, на удивление, оказался очень таким гостеприимным, приятным, отзывчивым, готовый подключиться к процессу спектакля, стать его соучастником. И, соответственно, это придает какую-то дополнительную атмосферу артистам, которые выступают на сцене. И благодаря этому-то появилась такая композиция между зрителем и, сценой, где выступали артисты. За это им огромное спасибо. Надеемся, что и впредь будем приезжать как можно чаще. Пожалуй, самым главным зрителем на этом спектакле стал председатель правительства Ингушетии Зельмхан Евлоев. В завершении постановки он поблагодарил театральных героев за подаренные эмоции и хорошее настроение. Он также напомнил, что в связи с тем, что нынешний год является годом театра, глава Ингушетии призвал дома культуры работать в вечернее время и проводить различные культурные мероприятия. Новая практика, можно сказать, у нас в Ингушетии, что в вечернее время шли представления. У нас в городах они не шли. А у нас в селе, вы видите, полный аншлаг, людей много. Я думаю, что артисты Государственного русского музыкально-драматического театра предоставили сегодня жителям села Яндери большую радость. Все меняется. И меняется очень быстро. Происходит даже просто элементарно. Вот эти микрофоны, которые у ребят, благодаря которым они могут сегодня и играть, и петь. Вчера это было невозможно. Происходят какие-то удивительные процессы, и очень быстро происходят. Знаете, вот этот Дом культуры, то, что мы сегодня здесь. Вот именно такие постановки, которые сегодня становятся востребованы. То, что сегодня здесь председатель правительства. То, что сегодня полный зал, вечернее время. Это все вчера было невозможно. Основные задачи, которые планируется выполнить в новом театральном году, связаны с сохранением лучших отечественных театральных традиций и достижений. Театр был и остается важнейшей частью общества, и проведение таких спектаклей станет отличным поводом напомнить всем об этом. Михаил Тангиев, Ислам Арапиев, Новости 24.